6 декабря средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,79 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,7991 до 10,71 сомони, 1 российский рубль от 0,1605 до 0,1625 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, пока инвесторы оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае и введения потолка цен на российскую нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $82.91 за баррель, марки ВТИ $77.19 за баррель. Цена на золото во вторник утром несколько поднимается, закрепилась возле отметки в $1785 за тройскую унцию. Днем ранее стоимость драгоценного металла упала на 1,7% на фоне укрепления доллара. Порядка 314 миллионов евро привлечет правительство Таджикистана в будущем году на продолжение строительства Рагунской ГЭС. Как сообщили в профильных ведомствах финансово-экономического блока страны, эти средства будут направлены на продолжение строительства указанного объекта. Источники уточнили, что эти средства не будут привлекаться не за счет реализации ценных бумаг, а являются кредитами, которые будут привлекаться на приемлемых процентных ставках. В то же время источники не уточняют, у каких стран или международных финансовых институтов будут привлекаться эти средства. Напомним, что ранее на продажу были выставлены ценные бумаги на сумму $500 миллионов для привлечения средств на достройку Рагунской ГЭС. Государственные облигации Республики Таджикистан по типу инвесторов были проданы управляющим фондом, хедж-фондом, банкам и другим финансовым организациям. В середине лета текущего года в СМИ прошла информация, что Европейский Союз планирует стать крупнейшим инвестором строительства Рагунской ГЭС в Таджикистане. Судя по сообщению, инвестором Рагунской гидроэлектростанции может выступить Европейский инвестиционный банк. Представитель ЕИБ сообщил тогда агентству Reuters, что Европейская комиссия обратилась к банку с просьбой стать крупнейшим инвестором проекта. Официальный представитель ЕС, который отказался назвать свое имя, потому что не был уполномочен говорить со СМИ, сказал, что основной причиной, по которой ЕС стал главным инвестором платиной гидроэлектростанции, было желание сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии. ЕС заинтересован в достижении энергетической независимости Центральной Азии от России, сказал чиновник. При этом представитель ЕИБ отказался комментировать размер возможных инвестиций и причины нового обязательства. Конференция по возможностям торговли с Таджикистаном и инвестирования в эту страну состоится 21 декабря в Мешхеде. Как передает Iran.ru, об этом сообщила Палата торговли, промышленности, горнодобывающего и промышленности и сельского хозяйства Ирана. Мероприятие, организованное совместно Иранско-Таджикской торговой палатой, будет проходить одновременно с присутствием таджикской торговой делегации в Иране. На полях конференции состоится встреча в формате Б2Б между бизнесменами и трейдерами двух стран в области пищевой промышленности, строительных материалов и инженерно-технических услуг. Еще в конце июня Иран и Таджикистан подписали в Тегеране меморандум о взаимопонимании по расширению двухстороннего сотрудничества в торгово-промышленной сфере. К концу 2022 года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, увеличится до 8 миллионов, прогнозирует вице-президент Всемирного банка Анна Бердье, пишет «Коммерсант». Она считает, что на восстановление Украины понадобится как минимум 500 миллиардов евро. Анна Бердье подчеркнула, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Уровень бедности повышается с 2% до 25% населения, рассказала она в интервью австрийской газете «Прессе». Она подчеркнула, что это оказывает радикальное негативное влияние на доходы и уровень жизни людей в стране. В октябре Анна Бердье говорила, что по оценкам банка экономика Украины в этом году упадет на 35%. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас ожидает, что стоимость восстановления Украины превысит 350 миллиардов долларов. Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов.
Первый в мире банкомат, осуществляющий продажу золотых монет, запустили в индийском городе Хайдарабаде, следует из сообщения компании Gold.dk. Мы с гордостью объявляем, что успешно запустили золотой банкомат. Надеемся, что благодаря этому достижению Индия снова станет птицей с золотыми перьями, отметили представители компании в Твиттер. По их словам, автомат выдает монеты весом от 0,5 до 100 грамм. В Gold.dk добавили, что планируют установить такие аппараты по всей Индии, а затем охватить мир.